Добрый вечер, всем привет! Решила сегодня выйти в прямой эфир. Что меня сподвигло к этому? Я сегодня была на Татар-радиосе в прямом эфире, и мне не хватило общения немного, потому что очень быстро время пролетает, к сожалению. Вот. Всем привет-привет! Так что хочу с вами немного пообщаться, может, у вас есть какие-то вопросы, поотвечать по поводу моего мужа, по поводу реабилитации, потому что есть такие определенные моменты, когда просто неохота ничего не выкладывать, скажем так. Вот. Так что готова к общению и, честно, очень хочу с вами пообщаться. Как ваши дела? Как проходит вечер? Кто чем занят? Всем привет-привет. Тут у меня выходит прям помахать. Всем машу. Не буду уж нажимать на эту штучку. Буду рада вашим вопросам. И как бы откровенно, в принципе. Узгершлер Барма пишете. Вот смотрите. Хорошо, Алсу. Смотрите, изменения. Вторая неделя идет реабилитации. И знаете, по поводу того, что если изменения, лично я замечаю, почему? Потому что он до этого разговаривал, как-то, по поводу разговора, да, сейчас начнем с такого минимума. Врачи действительно там очень профессионально и очень грамотно с ним работают. Начну с того, что вот по поводу, как он разговаривал. Он разговаривал, у него все путалось, он быстро, быстро как-то все слова, они были как-то, непонятно, мы только могли его понять, то есть вы не поняли, да. А сейчас уже он старается более-менее отвечать на всякие вопросы уже прям вот медленно. Когда, например, мы с ним занимались, там, скороговорки учили, да, то есть он, если капризничал, а тут я вот выкладывала его одно занятие с логопедом, он прям, без капризов, нормально все, прям занимается. Мне даже писали в директ, то, что молодец Сагир, даже успевает заигрывать. То есть я, в принципе, рада, пусть у него, скажем так, то, что если у него есть такое стремление, и ему это все нравится, это только в радость. Вот, сейчас у нас, смотрите, какая ситуация. Нам назначили Аллаха Шикр бассейн. Почему? Я говорю Аллаха Шикр, потому что до этого он у нас не буду скрывать, он до сих пор в подгузниках. Мы не хотели, чтобы он там уже сам ходил по своим нуждам, но, к сожалению, он пока, не улавливает момент, и, к сожалению, по сегодняшний день ему необходимо быть в подгузниках. Вот. И врачи нам говорили, то, что бассейн, скорее всего, нет. И в итоге получается то, что вот буквально позавчера, по-моему, выкладывала видео, он занимается уже в бассейне, ему очень нравится, мы даже с ним сегодня по видео разговаривали. Он говорит, что ему очень нравится, и он старается ради нас всех, и благодарит каждого из вас. Алла Берся, я обещаю, мы выйдем в прямой эфир с ним, и действительно он очень благодарен каждому из вас за вашу помощь, потому что без вас мы бы это все, такую реабилитацию бы не осилили. Грубо говоря, я выкладывала уже расходы, около 800 тысяч я оплатила месяц реабилитации, плюс, там еще иные расходы. Сейчас, на следующей неделе, Алла Берся, я полечу туда к нему, и мы будем решать, дальше мы будем его оставлять там или нет. То есть врачи нам уже скажут, они будут собирать, такой семейный
скажем так, консилиум, что будем делать дальше. Если они будут видеть результаты, то есть они нам будут помогать даже через фонды, когда вот собрать эти деньги. Ну, вы сами понимаете, да, я на сегодняшний день я работаю как бы одна. Как мои уже друзья говорят, ты вообще дома бываешь? Ну, практически нет, потому что я стараюсь двигаться везде, где есть деньги на сегодняшний день, потому что, как вы видите, у меня есть ребенок, у меня есть своя жизнь, какие-то моменты, там, да, квартира, не квартира, то есть очень много расходов в принципе. Но и, конечно же, благодаря вам, мы вот Алла берсе, я очень мечтаю, что Сагир, не знаю, 100% будет, не будет. Ну, конечно уж нет, я говорила про это на интервью, ну, как бы, когда давала интервью. То есть, если разбить чашку, то эту чашку уже обратно не соберешь, потому что там есть мелкие осколки, которые, если даже ты очень сильно захочешь, да, собрать, ты их не соберешь. И, к сожалению, оказывается, вот мы, как бы люди, да, тоже такие уязвимые существа, которые, если даже очень сильно захотеть, при огромном желании, ты уже не будешь 100%, но Аллаха шукр, он жив, здоров и на сегодняшний день старается и как-то вот выходит из той ситуации, в которой мы на сегодняшний день, к сожалению, оказались. Вот, следующие новости, да, буквально вчера мне его брат сказал, что ему будут делать ботулотоксин. Что это такое? У Сагира очень зажатые мышцы, то есть он при аварии испытал 3 шока. И у него есть страх, вы видели, да, многие мне писали, ему, наверное, больно, то есть при занятии в бассейне, у него, да, он кричит, там, это не, мне кажется, это не боль, это, наверное, страх, потому что я-то его понимаю речь, вы, может быть, до конца не понимаете, он там говорит, если я утону, я не выплыву, то есть у него страх, если он утонет, то он не выплывет, потому что он понимает свое состояние. И тем более Сагир, он, кто его знает, он всегда был сильным, он всегда выходил из любой ситуации, он, сказать, на сегодняшний день, так как с ним вот это вот случилось, ему, наверное, в какой-то момент даже, не в какой-то уж, 100% ему это очень тяжело, потому что он привык помогать людям сам, а тут, получается, он оказался сам в этой ситуации. Но, опять-таки, приходим к тому, что все жизненные испытания, они даются не просто так в жизни человека, значит, эти испытания даны нам для чего-то, либо из-за чего-то. Вот. И вот, по поводу ботулотоксина. Буду делать ему ботулотоксин, это укол, расслаблять будут ему мышцы ниже таза пока. Этот укол, ну, где-то, не знаю пока сколько нам должны посчитать, но около 100 тысяч. Этот укол, я потом все опять-таки выложу, все растраты. Выложу еще на сегодняшний день, какая сумма собрана. То есть наглядно, да, покажу. И хочу сказать, что все реально собранные деньги, они конкретно уходят для восстановления моего мужа. Потому что по-другому никак. Все остальное, как бы тянуть какие-то определенные моменты в своей жизни я стараюсь сама. А уже вот благодаря вам собранные деньги, да, за счет сборов, я уже конкретно трачу конкретно на Сагира. Вот, сейчас отвечу. Вот ботулотоксин сказал, да, то, что ему будут колоть ниже таза. У нас позвоночник целый, таз целый, то есть, в принципе, как бы не должно быть никаких там моментов, да, затруднений в его, скажем так, поняли, наверное. Извините, что на русском, потому что у меня большее количество тоже русских подписчиков. Из-за этого с глубоким уважением отношусь к каждому из вас, и вы меня тоже поймите. Вот. И будут расслаблять ему, наверное, скорее всего, ниже таза, как бы ноги.
потому что левая рука там бесполезна. Пока у него левая рука висит, ну, как бы она двигается, то есть где плечи, вот тут вот он может как-то управлять, а где уже у него идет локтевой сустав, она у него раздроблена, то есть он не согнуть руку, не выпрямлять он не может. Тоже в будущем Аллах Берся, когда он уже придет 100% в свое понимание. На сегодняшний день у него с памятью очень плохо. Он даже сегодня говорит, что я до сих пор не его жена, он только женится на мне. То, что я до сих пор учусь, хотя я уже закончила энное количество лет тому назад. Вот. Мы это все понимаем, но с памятью пока вот такие погрешности. Вот. Когда он уже будет осознанно что-то понимать, у нас еще предстоит впереди, я попробую, постараюсь выбить квоту. Делают эту операцию в Санкт-Петербурге, я уже узнавала. Там нужно ему восстановить локтевой сустав. Она, вот эта вот шаровая, как мне объяснили, она у него полностью раздроблена при аварии. Сейчас она собралась за счет того, что вот при срастании мышцы, там, кости, какие-то моменты, вот, ну, вот рука, она срослась, как срослась пока. Вот, из-за этого у него и кисть, вы многие, кто вот внимательно смотрит, да, видите, наверное, у него на левой руке кисть, она вовнутрь немножко так, не немножко уж, там конкретно уже, она туда. Почему? Потому что на себе не хочу показывать, там тянут какие-то определенные мышцы, которые отвечают за кисть. Вот, из-за этого у него идет вовнутрь это все. И хочу сказать, что Сагир вообще по жизни, он был левша, ну, как бы он и рассуждал, как бы, да, и писал, и когда работал, у него была рабочая сторона, это левая сторона. А на сегодняшний день она полностью повреждена. Может, из-за этого у нас еще какие-то моменты, ну, как бы тяжелые, да, то, что вот ложку элементарно не может держать, потому что мы-то правши все правой рукой, а у него все было левой рукой. Вот сейчас он, получается, полностью ну, поняли, да, Ирина, короче. Вот, сейчас, так, сообщение прочитаю. Всем привет, привет, салям халляр, вот рассказываю, все будет хорошо, Аллах берса, Аллах ярдаминан ташламасан трильсынинде. Да, я читаю все ваши сообщения в директе, извините, кому просто не успеваю отвечать, очень много непрочитанных до сих пор сообщений, которые когда-то я выкладываю, например, в сторис, вы под ними пишете, но все же, пусть даже с опозданием, я все это вижу, все ваши пожелания. И фитр садакаляра вы отправляли. И я позвонила Муле, я уже рассказывала, да, у нас Рустам Хазрет читал нам никах 10 лет тому назад, ну, 11-й год уже. И когда у меня Сагир попал в аварию, когда он лежал еще в коме, есть рядом с Аркабой мечеть, Гадель Мящиты. Вот, мы туда позвонили, и нам отправили Мулу. Первый раз, быстренько, коротко расскажу эту ситуацию. Первый раз, когда отправили, я, знаете, у меня такое состояние было не на человека, не на людей смотреть, да, а главное, чтобы моего мужа вытащили, уже вот прям помогли, потому что каждый раз, когда я заходила к нему, мне говорили: нет, просто молитесь и, ну, как бы выживет, нет, то есть 1% жизни ему давали, и мы с этим жили почти 2 месяца. Вот, когда я вызвала этого, получается, Хазратны, и представляете, первый раз он пришел к нам, он прочитал, и я вижу результат. Сагир начал какие-то телодвижения показывать. Вот мы не верим в Бога, но Аллах шукр, знаете, это есть, оказывается, просто нужно верить и, как сказать, нужно верить, в общем. Вот. И когда мы уже второй раз позвали Хазратна, знаете, я на него смотрю и вижу знакомое лицо. Я к нему подхожу и говорю: Рустам Хазрат, это же вы? Он такой: да. Он такой глаза на меня поднимает, а он в то время одевался как раз там же в этот, не просто так пройти в реанимацию, там нужно одеться, там вот эти шляпы, там перчатки, не перчатки, бахилы, не бахилы. Я говорю: Рустам, и я начинаю плакать просто. Я говорю: Рустам Хазрат, вы, говорю, 10 лет тому назад нам читали никах.
Как раз 10 лет должно было быть в 2019 году, как он прочитал нам никах. У нас 18 декабря в 2009 году был никах с Сагиром. Я говорю, мы в Кул-Шарифе читали свой никах, а он был там, получается, Мулайнда, да, кто читает, что-то с телефоном. Вот, я говорю, вы не просто так нам даны, пожалуйста, я начинаю плакать. И он говорит, да ладно. Вот я, всю историю я рассказала, и представляете, так получилось, то, что этот же Рустам Хазрат, он, и, грубо говоря, Сагирга Тугаларукаб вытащил и помог ему морально, скажем так. Вот, и к чему я опять-таки вела этот разговор, к тому, то, что вот фатр-садакаляры многие отправляли. Я звонила Рустам Хазратке, спросила, как вот дуа нужно же укрга, да, каждый, просто так это не должно оставаться, деньги деньгами, но кашевитинде это дает, негидертігі ауыр болған ғойлелерге, менікімнің здоровьесі білән, бұл конкретно Сагирға келген ақша, и мен Рустам Хазраттан сұрадым, Рустам Хазрат мне отправил дуаны, то, что нужно читать. Каждому из вас прочитала, вот честно говорю, положа руку на сердце, потому что это действительно очень ответственно и очень, скажем так, это очень ответственно, и Минанда Ибердан, реально очень боюсь, потому что кэши от всего сердца это все дает, да, дают как садака, и я просто не имела права. Вот хочу сказать, что огромное спасибо каждому из вас. Все идет подсчет, все конкретно, и буду ведь постепенно выкладывать. Если я вдруг что-то не выкладываю, пожалуйста, там, потому что начинают писать, что там, как там. Просто я не сама рядом с ним нахожусь, и мне, я его не могу фиксировать, его каждое движение. А брату неудобно. Я ему говорю, там, ты хотя бы, когда тебе удобно, сними видео, я буду выкладывать. Ему тоже неудобно. Почему? Потому что он помогает его поднимать, то есть он не может сам двигаться вообще, он даже тело вот так вот поднять не может, он максимум может от подушки вот так вот голову поднять и все. И то есть у него даже голова может в правую сторону хорошо как бы поворачивает, да, а в левую сторону вот уже клин. То есть вот так вот, как мы, свободно он не может. У него где-то там тоже шейный, вот тут вот шейный позвонок очень сильно задет при аварии. Очевидец у меня есть, вот, наверное, он до сих пор подписчик мой, Рустам Исемле тоже, когда они, то есть перед их глазами произошла эта авария, когда они подбежали первыми к моему мужу, у него уже была, говорит, голова настолько откинута назад, что он уже даже глотал язык. То есть они с братом, вот этот вот Рустам, он тоже оказался намаз оқыған кіші болып шықты, и они с братом вытащили моему мужу язык, то есть да, уж вытащили и чуть-чуть приподняли ему голову, чтобы он не захлебнулся и не умер. То есть если бы не они, может быть, Сагир бы когда кім білген нәрсе болып бітер еді, понимаете, вот опять-таки все случайности, они не случайны. Вот, Шоном Ащен, видимо, в тот момент у него тоже шейный какой-то поврежден, из-за этого у него ограничение в левую сторону, конкретно в правую, нормально, здесь нет. Вот, Трыльсынинда, вы такая сильная, молодец, дай Аллах вам силы терпения, Рахмат Бигзур. Я по-другому поступить не могу, потому что все те, кто меня знают, мои друзья, мои родители, мои знакомые, они все знают, что какие у нас были отношения, и через что мы только с ним не прошли. Этот человек, он в первую очередь, он мой муж, и что только он не делал для меня и для нашей семьи. И я в принципе не имею права, потому что я, как сказать, вот нужно понимать всегда, да, в жизни мы делаем, каждый из нас, мы делаем выбор какой-то определенный. Если я выбрала в спутника в своей жизни его, значит, я должна быть с ним до конца. Это я так считаю, не знаю, как другие, потому что это все не просто так, этот тандем не просто так создан. Да, мне тяжело, я не скрываю. Да, мне тоже охота гулять с мужем
по улице, тем более сейчас такая погода, вы все видите, да, мне тоже охота на шашлыки поехать, там, тыгысы-манысы. Но, знаете, я себя успокаиваю тем, то, что Алла Берсе, жизнь-то она впереди, самое главное быть живым, здоровым, стараться, стремиться, то есть вот эти вот пропущенные такие, скажем так, в молодости, создаю, да, мы молодой, пропущенные какие-то определенные моменты, мы будем, Алла Берсе, значит, возмещать это все в будущем. И живу сегодняшним днем уже. Сразу говорю, если я раньше всегда мечтала, там, ой, там иртеге было, послезавтра будет. Нет, я живу сегодняшним днем. Бүгінгі күнде уже, да, после этой ситуации. Но я знаю, что в будущем Алла Берсе все это, дай Бог, что все это воздастся нам. И вам то же самое. Сәлем, достым. Так, сәлем, Вильнур. Ага, Вильнур, сәлем. Бұл менің яқташ Мариэлдан, көрші ауылдан, еш хәлләрін сөйлеп өтемін дейір тыңлап отырсаң. Как состояние, тоже говорила уже. Вы пример многим людям. Спасибо, Азат. Вы большая молодец. Очень... Сагир вообще молодец, да, несмотря на это, мы даже с ним позавчера разговариваем, он мне говорит, утром говорю, как твои занятия проходят, что ты расскажешь? Да, он забывает, к сожалению, забывает. Сегодня даже, вот у него был массаж, я же знаю, я с братом разговариваю, да, я говорю, какие занятия у тебя были, вот это. Я говорю, а массаж был? Он такой, нет. Я говорю, врешь. Он такой, нет, массаж не был, и начинает, агрессировать. Понятно, что его состояние, в принципе, это приемлемо. То есть я это понимаю. Вот он какие-то моменты забывает. Почему забывает? Опять-таки мы не можем понять. Вот сейчас уже и профессора туда вызвали, да, то есть это опять-таки вызвать, пока они пытаются своими силами понять, что там, да, почему у него такой момент в голове. Но если, например, что-то как-то, они будут вызывать профессора, это тоже, определенные деньги. Вот. К сожалению, почему именно сюда? Я отправила, без урнаштарлық Сагирна, да, мы именно туда решили. Многие задают вопрос. Есть другие реабилитационные центры, которые бесплатно, там, по квоте можно выбить. Смотрите, сразу могу объяснить. За этим центром реабилитационным я наблюдала полгода. Я прочитала все аннотации, просмотрела все видео, они выкладывают, у них все чисто, да, дорого, слов нет. Я это тоже понимала, для меня это тоже было страшно, соберу я эти деньги, не соберу. Квоту выбивать тоже очень тяжело, но хотя такая бар-кошеляр, которая, если что надо, там можем помочь, такая на имя, вот. Другие реабилитационные центры, я уже ранее говорила, когда выкладывала пост по поводу сборов, да, к сожалению, они говорят, что с его состоянием это очень тяжело, его вытаскивать, ему дома стены только помогут. В Казани тоже я звонила дополнительно, чтобы пойти на определенные реабилитационные центры, не буду называть, да, в одном потому что он сам за собой не ухаживает, там сразу отказ, а другие уже сказали, мы максимум уже сделали все то, что должны были сделать, и, естественно, у меня выбор, только Россия, за границу тоже его вывозить, это тоже есть определенные трудности и моменты, почему мы его пока не вывозим. Вот. И максимально стараемся пока в России как-то возместить какие-то, скажем так, моменты. Вот. Шунон Ишен пока был реабилитационный центр. Да. Но у меня пару было подписчиков, когда я выложила информацию про реабилитацию. Я же не называла до конца, куда мы его будем вести. То есть я назвала только сумму 23 тысячи в сутки, да. И пару мне подписчиков моих написали, что они сами там были, и они очень довольны. И знаете, я после этого, честно, я расплакалась, потому что все равно есть сомнения, потому что я не знала, куда я буду отдавать деньги, потому что я не знала, как я потом буду отчитываться за все это, да, перед вами, потому что, еще раз повторюсь, это очень ответственно. Вот, и я знаю, что каждая копейка в нашей, скажем так,
не буду политика кетерге, оно очень тяжело зарабатывается, к сожалению. Шуның үшін нервные окончания зажаты, получается. Не знаю, может быть нервные окончания зажаты. Ну, мышцы у него, ну, вы видели, он как деревянный. Ходай сізге Алла ярдәм берсін, сізге һәм якыннарыгызга түземлек. Рәхмәт бик зур. Түзем булырга тырышабыз. Инде я понимаю тоже, и брат уже как бы нет уже все равно устает, потому что это, во-первых, физически он устает, он его поднимает, да, вы видите, он все равно как бы нелегкий Сагир, а брат его поднимает вот так вот, то есть у него тоже спина уже надрывается, и морально есть определенные моменты, но так как мы стараемся быть сплоченными в этой ситуации, и ради Сагира стараемся все, в общем. Халярно силим, все будет Алла берсе, да, Алла берсе, все будет хорошо, мы всегда рядом, спасибо, Гульнас. Какую песню вы пели Сагиру на видео у Набиевой? Очень душевная, желательно, Алла берсе, все будет хорошо, Сагиру зур саляметлик. По поводу песни быстренько расскажу. Сегодня в эфире тоже говорила про эту песню. Эта песня «Беркин» называется. Эту песню я купила в 2019 году, 19 августа. Написала ее Гузелия. Гузелию вы знаете, автор очень многих популярных песен. Слова написала Айгуль Валиуллина. И знаете, через пару месяцев, когда я купила эту песню, я не думала про, как сказать, я чувствовала, что эта песня тяжелая, но я не думала, что она просто предсказатель моей будущей жизни. Так и получилось. И 25 октября у меня муж попадает в аварию. Шулук Елны, получается, в 2019 году. А я купила 19 августа в 2019 году. А в песне прям поется. Алла берсе, вы ее услышите. Эта песня, я 2 года, скажем так, грубо говоря, Эйтельсен, 2 года рожала эту песню в исполнении, имеется в виду, потому что не так просто, да, спеть песню и донести, и если она уже задела вас, мне очень-очень приятно. Вот. Скоро она выйдет. Вот планирую 23 мая. Следите за новостями, и Алла берсе увидите сами. Вы сильная женщина, Алла ярдәм берсин. Рахмат бик зур. Ничә ел Сагир брат белән бергә укыдык. Ул көчле егет, Аллаһ Тәгалә ярдәменнән ташламасын, бик зур сәлам. Ленар, я всегда передаю твои приветы. Он вроде бы как вспоминает, потому что ты говорил, да, как вы там друг друга называли, когда учились. То есть он рад, что его помнят его однокурсники, его друзья, помогают вот мои конкретно подписчики, наши уже подписчики, могу сказать гордо. Вот. И он очень рад, когда я ему сказала то, что вот так-то мы едем на реабилитацию, что вот требуется такая сумма. То есть я изначально все скрывала. Потом я все, получается, ему рассказала, то, что через сборы мы собираем деньги, на что он сказал, как он сказал, типа, мы потом, как будем отдавать эти деньги людям, зачем ты это делаешь? То есть, понимаете, он настолько вот переживает за то, что он еще будет вот должен давать имя. Вот я даже не могу объяснить его вот это вот. То есть ол биг зур рахмет для каждому из вас. Вот. Вот это вот все я хотела вам сегодня рассказать, потому что в сторисах меня ругают. Та же моя Набиева, она меня очень сильно ругает за то, что я не выкладываю сторисы. Честно, бывают такие дни, просто вот либо не до телефона, либо настроения просто нет, как будто, знаете, вот такая показываю, что, не знаю, как что-то вот внутри из-за этого, и когда есть настроение, например, как сегодня, да, там сторисы выкладывать или что-то как-то, и вот решила выйти тоже в прямой эфир, потому что реально говорю, мне очень сильно, оказывается, не хватает общения, особенно вот с моими подписчиками, и вообще уже творческий момент, он немножко қалмады, всегда вот тут вот, но это нужно
все вот устерерге. Сейчас слышно? Не знаю, что произошло. Сейчас меня слышно? Дайте, пожалуйста, слышно или нет? Нет. Все норм. Все. Я не знаю, что-то кто-то пишет, ага, слышно. Просто у меня зарядка садится в телефоне, когда я, видимо, у меня начал мигать, что-то из-за этого говорю, что это. Вот. Менашунды халяр, привет. Ага, сейчас слышно. Вот. Спрашивайте, отвечу. Еще, может, какие-то вопросы остались, может, что-то интересное. Нарседер узнать. Рахмет, Бигзор. Видимо, опаздывает, да, эфир. За счет этого и не шел зарядка утром на дренде. Вот. Сегодня, еще ситуация такая. Ребенок у меня гулял на улице, пришел домой, и я же вижу, что он как бы, такой расстроенный пришел. Вот это тоже очень больно, конечно, видеть. И меня накили вот да, и начал плакать. Я говорю, Улам, что случилось? Я уже думала, может, на улице что-то произошло, может, там подрались или что-то. Нет, оказывается, он увидел, как дети там гуляют с папами, и ему стало тоже как бы от исивлен бірге булырға охота. Вот, шуңа отырып жылап алдық біргелеп. Вот, тоже такие моменты есть. Так, сіз қойсияқтан. Я из республики Мариэл. Я уже неоднократно об этом говорила. Выросла я в деревне, татарская деревня, полностью татарская школа, на татарском только разговаривали и в семье, и вообще в деревне. Вот, шел. А у брата Сагира семьи нет, что ли? Да, пока семьи нет у брата Сагира. Сагир родом из Набережных Челнов. Сейчас они живут в поселке, получается, недалеко от Челнов. Там они построили дом, и вот они там живут, его родители. При ДТП кто виноват? При ДТП вылетел мой муж. К сожалению, мы не занимались какими-то экспертизными моментами. Виноват мой муж. Прошли суды. Я как бы и не отрицала нашу вину. Мы виноваты. Просто там немножко замудрили процесс. В общем, хотели еще повесить на меня тоже эти штрафы. Не штрафы, уж как это называется, возмещение. То есть там были определенные моменты. При ДТП вылетел мой муж. Как это произошло, мы до сих пор допытаться, не можем Сагирдан вынудить, потому что он не помнит сам процесс аварии, как это все происходило. Он вылетел в противоположную сторону. У него при ударе левая сторона
левое колесо прям корнем все вот эти ходовые прям вырвало, и под фурой он столкнулся с фурой, фура сгорела дотла. Вот, а мой Сагир, ну, как бы на 3 колесах дальше продолжал там еще катиться несколько метров, да, то есть благо то, что он не застрял под фурой и не сгорел. Вот. И мы не знаем до сих пор, что там произошло, почему он вылетел, хотя очевидец, я уже ранее говорила, да, вот этот вот Рустем сказал, что у него скорость не такая большая была для такой машины, то есть они ехали примерно в одинаковой скорости, он, получается, до аварии, до места аварии, он их обгоняет, мой муж, они вот ехали шали, получается, шали же есть в сторону Челнов, оттуда ехали, друг друга обгоняли, и тут, где вот сама авария произошла, моего мужа заносит резко налево. Что там произошло, как произошло, отвлекся он на что-то, либо у него какая-то неисправность была в машине, не знает никто. Вот. У вас есть сестренка? Есть у меня сестренка и братишка, и сестра. Я родилась и выросла в многодетной семье. Ой, как мы познакомились? Мы познакомились в городе Казань, в университете культуры. Я после школы была на 3-м курсе, он после училища был на 1-м, то есть поступил только. Вот у нас оттуда началось. Он очень долго за мной ухаживал, скажем так, добился моего сердца, занял свое место, и мы встречались с ним 3,5 года. У нас как бы любовь была такая, прям крепкая, скажем так. Вот. И потом уже, когда я закончила университет в 2009 году, мы сделали никах. А потом уже в 2010 году у нас была свадьба летом. Самое жаркое лето было 31 июля, 2010 год. Вспомните, там под 40, по-моему, было. Вот. Сагирның мамаларынышек. Все хорошо, у Сагира мама на пенсии, она дома. Папа пока работает, хоть и на пенсии. Вот. Все хорошо, Аллаху шукр. Быстрейшего выздоровления, спасибо огромное. Огромное спасибо, вы очень классный пример для всех. Рахмат Бигзор. Знаете, вот никому не пожелаю испытать такое, но хочу сказать, что я вот даже своим подругам, своим родственникам говорю, вот есть у вас я, что, как нужно делать и как нельзя. Ну, то есть, вот жизнь, она одна, нужно максимально ее использовать, да. Если даже какие-то трудности, не отчаиваться. То есть, поверьте, если, например, у кого-то есть какие-то там долги или какие-то проблемы с кем-то, как-то кто-то не общается или какая-то обида, вот поверьте, вот забейте на все это. Вот проблема, это не проблема, это вопрос, который можно решить. Проблема у Сагира, потому что у него здоровье покалечено. Проблема в какой-то степени у меня, потому что у меня муж в таком состоянии, да, то есть нам нужно как-то по-другому уже решить этот вопрос. И приходится, к сожалению, обращаться вот к вам, потому что мы непосильны, да, вытягивать это все. То есть у каждой ситуации есть определенный момент. Самое главное, даже вот последняя ситуация, которая произошла у нас в Казани в школе, да, вот из каждой ситуации просто делайте выводы и просто кайфуйте и живите. Цените своих мужей, это самое главное, потому что мы, женщины, мы думаем, что ярар, бүгін болмаса ертеге болар. Не будет, поверьте. Нужно любить сегодня, сейчас, и нужно наслаждаться тем, что мы имеем. Если вы вышли замуж за этого человека, значит, вы когда-то влюбились, невозможно изменить человека, понимаете? Просто нужно вот преодолевать какие-то определенные моменты вдвоем, потому что у вас уже есть тандем, у вас есть семья, по-любому у вас есть дети. То есть только тогда можно вылезти из любой ситуации, которая складывается. Да, это очень тяжело, но есть вот айталар бит хар айбирның үз вакыты, всему свое время. Поверьте, это время, если не сегодня, значит оно придет к вам. И в общем, жизнь прекрасна, давайте асымкеля, никогда не унывайте. Если вам очень сильно тяжело, вот прям вообще сильно, как мне было, да, тоже,
Я, знаете, многие спрашивают, как ты выходила из этой ситуации. Разные ситуации были за эти 2 года. Вот эти вот последние, наверное, 4 месяца только я начинаю заново входить в тот ритм жизни, который у меня был. Да, до этого я как бы не показывала себя, если даже показывала какие-то старые фотографии, там выкладывала, да, то есть значит, переформатировалась, можно сказать. Я читала книги, я слушала музыку, я вдохновлялась, вот то, что давало мне вот это вот вдохновение, Мишул Эйберлер вдохновлялась. Я смотрела на успешных людей, я смотрела Шулухот Ристам Набиев, ну все знаете, да, то есть Хотаны Блян, как они прекрасно живут, несмотря на тоже сложную ситуацию, то есть они идут вперед. Понимаете, вот каждый Эйберден из каждой ситуации, из каждого момента и из каждого, вот если у вас появляется в жизни человек там, да, или какой-нибудь друг, подруга, там, например, с семьями подружились, значит, это не просто так. Либо для опыта какого-то определенного, да, либо для кайфа, который вы будете получать. То есть Эйберден не из всего нужно получать только вот все то, что вы должны получить. То есть не все просто так в этой жизни дается. Вы очень... Рахмет Бигзур. Так, это я читала. Сколько ему сейчас лет? Сагиру 23 мая. Скоро день рождения у него. Будет 35 лет. У него юбилей. В 33 года он попал в аварию. Еще есть братья. Так, не поняла. Да, Ильфисабы, да. У меня еще есть братья мои. Двоюродные. Троюродные. У нас очень много. И мы очень дружно. И очень прям... так друг за друга держимся, ушундай моментларда, когда мы встречаемся, мы вот прям как будто, я не знаю, стараемся провести время так настолько, что вот, ну это, вы меня поняли, да, по моим эмоциям, ну это очень здорово иметь столько родственников. Так, спасибо. Сагир у вас был в армии, ждали его. Сагир не был в армии. Почему? Потому что ему, да, когда ему уже сказали, что он пойдет в армию, в Набережных Челнах еще, потом, когда была последняя комиссия у Сагира, я даже до сих пор помню это, я была еще девушкой в то время, когда была у него последняя комиссия перед армией, получается, у него замечают правую руку. Правая рука у него тоже не выпрямляется до конца, у него с рождения там эта рука повреждена. То есть, когда мама его рожала, его вытаскивали через руку, и рука, по-моему, правая в 4 не ошибиться бы, да, в 4 или в 5 местах у него были очень серьезные такие ушибы. Вот, эти даже вплоть до ампутации им говорили, что нужно ампутировать эту руку, то есть она будет не недееспособная будет рука, она будет просто висеть и не расти. В итоге у Сагира мамы из Чувашии, да, из республики Чувашия, у них там была бабушка. Раньше же, помните, бабушки были, да, которые там сылылар и массажлар делали. И вот эта вот бабушка Сагиру исправила все эти вывихи, но она не смогла до конца выпрямить руку, и потом, после того, как она восстановила Сагира, эта бабушка умерла. Да, к сожалению, вот так бывает. И когда он уже в Казани проходил, уже конкретно здесь, ему сказали: вы негодны для армии, потому что рука тоже правая у него немножко... То есть вот как мы, под правой рукой он не может. У него за счет плеча он поднимает, то есть у него вот таких движений нет. Вот так вот все делает. Вот, так, у меня дочка как раз родилась 31 июля 2000 года, очень жарко. Да, Эля, действительно, 31 июля это очень жаркий прям месяц был, и знаете, я еще мужа заставляла не снимать костюм, кто у нас, вот если тут есть среди слушателей, те люди, которые у нас были на свадьбе, Сагир у меня 3 раза в душ сходил, пока там выкуп Нарсаляр Бланиргандаима. 2 раза поменяли мы ему рубашку, но все равно нужно было быть красивым для фото-видео, потому что я так хотела. И он с Канкаем ходил в такую жару в костюме. Мне так стыдно за это, но, к сожалению, вот так вот. У меня даже вплоть до того, что меня свадебное платье настолько натянули, и представляете, даже если даже натянуто платье, у меня была это просто жесть. Вот вспомнила, откуда знаю Сагира. Так, Ильшат.
говори, он учился, да, он учился в университете культуры. И откуда Сагир родом, я сказала, из Набережных Челнов, Тукаевский район. Бигдер Рахмет, совершенно точно, Рахмет Бигзур. Я очень восхищаюсь вами, огромное вам спасибо. Вы знаете, вот вы вдохновляете. Еще вот очень важную вещь не сказала. Мне очень сильно не хватало в то время, когда мне было очень тяжело, когда я бегала к нему в больницу, я целый год была рядом с ним, то есть вообще на шаг, даже больше не отходила от него. Брат с ним оставался в больнице, а я тут домой прихожу, готовлю, потому что у него зондовое питание очень долго было, да. Мы тут готовили кушать, я носила в метро, да, Аманда, Нерседема. Вот это вот как раз еще этот период, ну, как бы, эта зима была такая слякотная, с 19 по 20 год, наверное, помните, да? Она была слякотная, вот так вот я носила это все. И мне вакытта очень сильно не хватало моральной поддержки. Я прям просто приходила вымотанная, и мне охота была, знаете, вот не финансовая, не какие-то помощи или что-то, а просто вот моральная поддержка нужна была. Знаете, это очень, оказывается, важно, когда есть люди, которые, вот когда ты ломаешься, да, и может я, конечно, такая, когда меня вдохновляют, когда мне говорят какие-то слова вот так-то, 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 то есть я как будто беру от этих слов какой-то заряд энергии, и я начинаю что-то делать, действовать. И вот мне в один момент не хватало этого всего. Я даже говорила своим друзьям, знакомым, то, что вы мне дайте просто моральную поддержку, а все остальное я сделаю. И, ну, действительно так и было. И от подписчиков тоже как бы, и до сих пор я получаю от вас такую поддержку. И вот Шуму Кадар, реально вы очень вдохновляете меня. И я очень, короче, кышала. Беру силы. Вы очень красивы. Спасибо огромное, Ренат. Вы пример всем женщинам. Сәлемәтлек телим сезгә. Рахмәт сезгә бик зур. Үзегезгә дә сәлемәтлек телим. Будьте здоровы. Я же говорю, вот просто кайфуйте. Вот сейчас даже погода, да, такая. Рахатлянып просто вот кайфуйте от всего. Аллах Тағала яраткан кешеләрне сынау җибәрә, җиңәрсез Аллах теләсә. Бар да әйбәт булыр. Знаете, я в какой-то момент тоже себя так успокаивала, что действительно Бог дает такие испытания только сильным людям. Но, знаете, дай Бог, конечно, вылезти из этой ситуации, и потом уже, как вы мне пишете в директе, да, чтобы мы вместе радовались, что Сагир встал на ноги, что у меня семья уже наконец-то восстановилась. Я очень мечтаю об этом, и ну, я все равно никому не пожелаю такого испытывать, потому что особенно, когда скажите, пожалуйста. Так, сейчас слышно? Сейчас слышно? Блин. Все отлично, здорово. Дальше продолжаем. Вот. И я никому не желаю такого, чтобы, знаете, вот меня испытывать all big hour, особенно когда мужчина, сильная половина, скажем так, гаилада има, и он в таком состоянии. Вот. Аллах Тағала ярдәменнән ташламасын сезне. Амин, шулай булсын. Ага, Гүлназ яза. Сагир белән сезне беренче тапкыр икегезне бергә мираста күргән идем. Безнең балалар бер группада йөргән иделәр футболга. Шуннан соң сезне яратып карыйм һәм җырларыгызны тыңлый башладым. Рәхмәт бик зур, очень-очень приятно. Да, мираска футболга йөрттек шул. Сейчас, к сожалению, пока я отменила все занятия ребенка, потому что вот так вот на следующий год попытаюсь все восстановить. Вот, потому что, ну, сами понимаете, это очень тяжело. Нарсада не отписала иногда, конечно, есть кружки, очень много кружков, но уже Азракана укомплектовала эти кружки, чтобы
было все по факту. Тизрак тірілсін. Рахмет Бигзур Гульнас. Бигзур рахмет, очень приятно. Трелегас, амин. Сагир Абы с вами? Нет, Сагир в Москве на реабилитации. Нишик халярга сау саламат болыңыз, Алла берсе, все будет хорошо. Халяр турында сөйледім, Набиулина 8605 деген. Я уж не буду повторяться, потому что эфир дальше идет. Если получится, то сохраню, если не выйдет и не удалится. Сагирны ташларға уйғызда болмады ма? Нет. 100% говорю. Почему? Потому что я уже интервьюда да айткан едім. Менің ярату, наверное, тағында күшілленгендір бұл ситуацияға қарап. Да, мне тяжело его видеть в таком состоянии, потому что он всегда был сильным мужчиной, я всегда была замужем, да. Но такие мысли меня не посещали. Мне говорят, там, сен аны ташларсың, наверное, там, тігісі, мұнысы. Менің ойымда жоқ андай. Болмады да, бүгінгі күнде де жоқ. Ерігізні башта көрсетмедіңіз, гүлмені көрдік енді. Тірілігізге ясын Құдайым, фотолар, видеоларын көрсетіңіз. Вот, смотрите, да. Мне еще было тяжело после аварии выкладывать мужа. Почему? Очень морально. Потому что у меня муж был всегда категорически против, чтобы я его выкладывала. Просто он мне говорил, меня не выкладывай. Вот, и из-за этого я его не выкладывала. А когда вот эта ситуация произошла, я полгода ничего не выкладывала. Полгода тугель, месяц ничего не выкладывала. Потом я решила, потому что мне в Инстаграм начали приходить сообщения, то что жерларыңызда қоймайсыз, что произошло, концертларны да я отменила, все отменила. И уже все равно люди видят, ведь афишина, как бы, блялер, яза башладылар. И вот, и после этого я уже решила, и то меня подтолкнули мои друзья, Шулук Гульнас Асаева, Шулук, все вот меня Сана Петргасазиндяима подтолкнули к тому, что нужно написать. А мне неохота было, я его там и нормальный вид так курсетмядом, и тут получается, как будто я хайп сейчас хочу себе создать, да, то есть у меня муж вот такой, вот мне жаль, из-за этого я его очень долго не выкладывала. Даже когда я выложила историю, то, что вот почему я пропала из радаров, потому что, нужно было как-то вот объяснить ситуацию. И потом я опять, то есть ничего не выкладывала. А потом мне пришлось открыть сборы, потому что я понимала, что я не осилю такую сумму. Это очень, как бы, 40 мың отнасынал вақытта төледіреймен, платной реабилитации туда, когда я уже согласилась, да. И, как бы, я понимала, что миллион ақшаны тоже тауып бітіре алмаймын. Его родители простые люди, как бы, тоже аларда, как бы, қоян тапсынан ақшаны айма, и вот из-за этого вот пришлось вот так вот. Вот так слышно, Ишталя. Вот как-то так. Привет, ты, несмотря ни на что. Рост и вес. Рост у меня, я 1,68 м, не такая уж и большая, и не маленькая, шунда и среднего роста, и вес у меня колеблется, шел 68, 65, хочу вернуть свой вес до 60, конечно, у меня немножко с этими стрессами. Многие, конечно, говорят, что когда стрессы, люди худеют, а у меня вот произошло, к сожалению, обратно. Я немножко набрала, и мне нужно как бы вернуть свой вес. А так я весила всегда 60 килограмм, это максимум. Вот. Ренат, привет, ты не смотри ни на что. Я уже все, да, я уже учу себя, потому что, знаете, вот кіші сөзі болды, болайшақ, хам болашақта. Это нормально, это жизнь. У каждого человека свое мнение, и каждый человек рассуждает, исходя от себя. Так что, как бы, харкишнын устурмушы, да, мне было, да, раньше тяжело это все воспринимать это все, но сейчас уже я стараюсь работать над этим уже по-другому. Опять-таки читаю книги, хотя я не любила читать книги вообще. Я могла там короткое содержание, да, краткое содержание на интерге, и все. Но хазыр я прям вообще книгоманка сам была, я вообще не думала, что я буду читать книги. Вот, Алла берсе, все будет хорошо, Зор молодец, сізге төсемлік сабырлық тілеймін, рахмат Бикзор.
өзіңізге де шуны тілеймін. Прогнозы врачей какой? Прогнозы врачей, смотрите, я тоже интересуюсь каждый раз, да, у них один ответ, каждый человек индивидуален, и они не могут делать какие-то определенные прогнозы. То есть, если, и понимаете, если они нам дадут надежду и не сделают то, что они нам дали такую надежду, то есть не выведут человека до такого состояния, для них это тоже будет какой-то погрешностью, скажем так. Из-за этого они говорят, что каждый человек индивидуален, и, конечно же, нужно на все это время для восстановления. Вот сами подумайте, вот даже мы рожаем детей, да, Сагир на сегодняшний день, он как новорожденный ребенок, вот, честно говоря, потому что он также учится разговаривать, также учится ходить, также работаем над его памятью, все так же, просто взрослый человек в роли, к сожалению, на сегодняшний день в роли ребенка. Вот когда мы рожаем детей, они же не сразу начинают там, да, ходить или что-то. Сначала там переворачиваются, потом начинают ползать. И у каждого ребенка, у каждого человека ребенок развивается по-разному. Например, у меня в 10 месяцев ребенок пошел, в 5 месяцев у него первые зубы вышли, да, а у моей подруги, например, в 10 месяцев она начала только ползать. То есть, понимаете, вот тут никакие прогнозы, тут просто невозможно, если даже очень сильно захотеть. Невозможно. Шуның үшін есть только время, должно быть только терпение и, конечно же, старание самого Сагира, потому что все возможное мы для него делаем. А тут уже за счет мотивации каких-то мы его уже стараемся, чтобы у него было вот стремление восстановиться. Я даже ему говорю, Мутурам, ты как бы ради меня даже, самое главное, у тебя цель должна быть, это восстановиться ради нашего сына. Мином еще даже говорю, не думай, это все время покажет. Да, он плачет, ты меня не бросишь, я его успокаиваю, что нет, там разные моменты бывают, да, то есть самое главное, чтобы у него без мотивации я сағаннан, чтобы у него было вот это вот стремление восстановиться. Вот. Я так успокаиваюсь, мотивация появляется после ваших прямых эфиров. Ой, Рахмат Бигзур, вы не представляете, как мне приятно слышать такие слова, потому что у меня всегда была в жизни цель такая, что, знаете, вот дарить людям вот какие-то вот интервьюда айтқан кебек айтам как есть, чтобы меня қарап вот вдохновляться, какие-то вот пример болып алсынар, чтобы если я несу так шундай вот меня шундай мотивационный моментларына я очень рада, потому что даже юғалып қалдым қазіргі жылысында келе, потому что нельзя опускать руки, нужно идти вперед всегда, нужно об этом знать и никогда не унывайте. Нет, до аварии я очень хотела увидеть вашу семью, интересно было. До аварии, вот я и говорю, до аварии я его не выкладывала, потому что он был против. Вот. У нас в Казани квартира. В аварии говорила то, что Сагир вылетел. Не знаем почему, причину не знаем. Вы, наверное, сбросили его, а потом набирать. Да, правильно, да, я сбросила. Очень сильно я сбросила сначала, потом я почему-то я набрала, и у меня по здоровью тоже были кое-какие моменты, и мне пришлось тоже параллельно решать свои уже вопросы по поводу здоровья. Потому что стресс, конечно, конкретно испытал и организм, и головной мозг, и я, в принципе, сама. Сил вам и терпения,
Слышно? Сейчас. Так, хазыр ишетелеме, языңыз, пожалуйста. Ага, здорово. Так, какие книги читаете? Ой, очень много мотивационных книг. Как-нибудь я напишу пост и наглядно тоже покажу. Вот. Хазыргы вакытта вот укыйм, қарайлы баштан шығып тұрышты, самооценканы көтере тұрған инде. Книга, сейчас даже принесу, покажу. Так, дай Бог вам всем силы. Рахмат Бигзор Алиапа. Москвадан Самкада Жиберелер лечение мы или что? Это не нас никто никуда не направляет, мы сами ищем, не знаю, где мы Москваданцем будем. Вот мне в директ тоже писали очень много советов, куда можно, да, можно в Курган его посмотрим еще, туда еще не звонила, не узнавала конкретно. Можно еще в Новосибирске, сказали, вот у меня недавно есть, не недавно, подписчица Язван или подписчик, я не помню, я прочитала, для себя скрин сделала, нужно позвонить, узнать вот эти моменты. Либо остаемся пока в Москве, но опять-таки будем решать по деньгам, потому что если фонд, не помогут, каждый раз это очень тяжело собирать вот так вот деньги. И еще раз повторюсь, это очень ответственно для меня самой лично. Вот, насчет веса и роста не переживайте, вы очень красивые. Раньше, когда фотки не были еще с мужем, например, я думала, что вы не замужем, ведь даже мне многие так писали, что я как будто не замужем, но я замужем. Спасибо огромное. По поводу фигуры раньше переживала и сейчас переживаю, создаю, но это все исправимо, самое главное здоровье. Вот, в суде кто виноват Сагир, Сагира признали полностью виноватым. К сожалению, у нас, если даже человек настолько жарахатлянган, тут как бы это неоспоримо. Про Сагира я уже говорила, к сожалению, вот до сих пор мы об этом разговариваем, да, извините, что сейчас уже не буду дублировать всю информацию, потому что я же говорю, уже дальше продолжаем. Так, как дети, как учеба у них? Как дети? У нас один ребенок, ему 8 лет, в этом году будет 9, Аллаберса. Учеба хорошо, стараемся, 2 класс уже заканчиваем. Аллаха шукр даже могу сказать, потому что школьная программа, как и я, вот честно, я заново учусь. И сам Сарзеля Ринатовна, сил вам побольше, Аллаберса, Борса да яхша была. Рахмет, Гранатик. Это моя ученица. Я же еще параллельно педагог по вокалу. Шуның үшін менің оқушыларым да яза мында меңа шундай матур пожеланиялар. Напишите, пожалуйста, название книги. Напишу. Сейчас даже принесу, покажу несколько из них. Через сколько времени вас узнавать начали? Вот смотрите, вообще татар эстрадасында я уже как сначала в трио пела, потом в дуэте, да. Вот, как сольная певица с 2018 года и с 2018 года. И Аллаха шукр, бүгінгі күнде не жалуюсь, все хорошо. Самое главное, знаете, чтобы самое главное, чтобы тамашашы яратсын, чтобы была своя публика. Вот это самое главное. Потому что артистов очень много. Не мне об этом говорить, да, вы уже все знаете. И вот, что делаешь? Сижу, прямой эфир, да, как у Сагира с памятью. У Сагира с памятью очень все плохо пока. Короткая память у него, забывает и не помнит последние 10 лет нашей совместной жизни. Вплоть до вот аварии Дабулганын тоже бельми, без сюлепкана, он знает, что он попал в аварию, и то вот, так. После школы я поступила, еще раз говорю, если я на русском отвечаю, потому что у меня тоже есть подписчики, которые смотрят и
я вот нейтральное да, имя, то есть со всем уважением к вам говорю на русском. Пожалуйста, не обижайтесь. После школы я училась в университете культуры и искусств. Я закончила в Казани. Вот. Нет, Ирина Стурная Залар. Да, там про творчество было мое. Я вас помню только с хорошей стороны. Рада, что стали звездочкой. Спасибо огромное, Гранатик. Так, через сколько лет? Нет, я еще дурно написала, но все правильно. Угу. Вы очень прикольные, хочется просто крепко обнять вас. Вы не представляете, как мне охота каждого из вас обнять. И дай Бог, чтобы уже в нашей жизни после этой пандемии все восстановилось уже, а именно, чтобы и в моей жизни все наладилось, и творческий моментлар белән йөргәндә, вот просто когда, если я буду где-то как-то в ваших городах или в каких-то определенных местах, пожалуйста, не стесняйтесь, подходите. Я всегда открыта к новым знакомствам, и вот я очень люблю общение. Я же говорю, повторюсь, выше уже говорила, да, ранее. Сегодня был прямой эфир на Татар Радиуса, и мне настолько не хватило этого часа, и прям я охота пустили Ширга, думаю, я сегодня выйду в прямой эфир. Вот так и сделала, вышла. Вы такая хорошая, Рахмат Бигзор. У Сагира есть родители, родня, кроме брата родного? Есть, и мама, и папа, все живые, здоровые, они просто на пенсии. Почему брат за ним ухаживает? Точнее, мы с братом, 100% вот постоянно, вот когда он рядом с ним, его брат, потому что по сторисам смотрите, а именно по реабилитации окошка Сувар, Сагир сам ничего не может делать, он даже не может наступить на пятку. Из-за этого его без мужской силы тут не обойтись, и постоянно приходится быть рядом его брату. А нанимать сиделок, вы понимаете, да, это как бы очень, во-первых, дорого, и сиделка Иркшеляр юг, хатын-кызлар, ну, просто тут не справится. А так, если бы мы могли, его мама или я могли бы какие-то моменты, конечно же, брат бы утырмас иде инде аның белән. То есть хочется сказать, что он бы работал, там, тегесеманасы деп әйтәсем килә инде. Вот, у него, да, есть, у него-то есть родители, есть двоюродные, троюродные, есть еще родная сестренка. И вот Харкан Янында 24/7 на сегодняшний день рядом с ним его родной брат. Я безумно благодарна за то, что вот так вот абысияны шасында. Я тоже верю, что Сагир поправится. Алла берсе, амин деген сәгатьләрдә әйтелгән сүзләрегез булса ярар иде. У вас свои ресницы, если наручно, скажите, пожалуйста, размер, если не сложно. Нет на сегодня, ну как бы нет не свои ресницы. У меня студия Гузель Талипова, они наращивают мне ресницы, скажем так, за рекламу. Мне, ну как бы, когда я к ним первый раз ходила, мне очень понравилось, и когда Гузель вот делает такую, скажем так, поддержка десянда влайнда, и как бы постоянно вот студия Сандакиль бесплатно шли везде. Какая длина, какой нарса, я не знаю, потому что каждый раз, когда я прихожу, алар уже узляры шлилер. Гузель Талипова, видите, у меня в друзьях ее студия есть. Вот. Студия Гузель Талипова в Казани. Иригис, он узнает. Да, узнает, он даже спрашивает, он очень сильно постоянно говорит, ой, там он у нас такой большой, почему он так быстро растет, но раньше, в первое время, он не узнавал. Ну, мы его, во-первых, полгода не показывали ему, потому что он, в принципе, ну, как бы, Сагир не был в полном сознании, да, вот. Когда мы ему показали сына Сагиру, то есть у них первая встреча была в больнице при выписке, вот, он не узнал, он думал, что это его племянник, Дустана Малая, в первое время. Потом уже, видимо, куратора, когда я уже рассказывала, вот то, что мы там поженились, ну, вот эту последовательность мы постоянно проговаривали, то есть я проговаривала ему,
И потом он уже начал, когда он осознанно понимает, что это его ребенок, и я его жена конкретно. Но, к сожалению, мы до сих пор не женаты, по его мнению. Вот, я уж ему говорю, утром говорю, а как у нас тогда 8-летний ребенок? Просто так? Вот, что он еще, к сожалению, ну вот так вот, пока. Вот, Аллах берся, будем надеяться на лучшее. Рената, все будет хорошо, иншаллах. Вас очень любит Всевышний. Рахмат Бигзор. Амин шулай болсын. Тіге, нешік деп айтайын, түрлі вақытлар бар енді ол. Түшінкілікке берілген вақытлар да бар. Бар вақытлар вообще бір нәрсе әшлесі келмей, вообще ничего не охота делать. Если даже что-то делаю, как будто что-то не доделываю, как будто я постоянно торможу, как будто у меня жизнь не идет, а просто вот катится вниз, есть разные моменты. Но я в этот момент открываю свой телефон, смотрю, из какого состояния мы вытащили Сагира, и я начинаю думать, что очень-очень большая работа проделана. И, знаете, я не все видео, оказывается, выкладывала. Не знаю почему, там, пока сидела, вот это вот все вспоминала, у него пролежни очень такие страшные были, это просто страшно. Вот, честно, в то время я, если смотрела на это как-то спокойно, потому что вот эта ситуация происходила, да, а на сегодняшний день на это вот, это очень страшно. Вот такая дырка у него была, вот такая, понимаете, на крестце, это... У него зажило и то еще, потому что новая кожа выросла. Эта новая кожа от того, что обтирается немного, она рвется. Вот пока она не восстановится, уже сколько? Вот 2 года будет в октябре, понимаете? Настолько вот меня нинды. Вообще просто. Бахтли был Пейшави Саха, ты читал, Рахмат, вы такая клевая, так адекватно отвечаете на любой вопрос. Рахмат Бигзор. Сіз шынды танышсыз, сіз бұл ситуацияларына жеңгерге психологқа ересіз. Но психологқа ермеймін, в одно время думала обратиться. Я же говорю, я сейчас книги, кстати, принесу быстренько. Я читаю книги, и каждая книга, она как-то вот, өзінің ситуациясы белән берілі. Что ли, вот если у меня, например, вот сегодня какие-то вопросы, я именно в моей жизненной ситуации, я открываю книгу, и именно ответ в этой книге. Как так может быть? Сейчас, пока не забыла, принесу, только не уходите. Ой, я тут. Ой, Рахмат, что не ушли. Вот смотрите, вот «Ниссы деген китаб», вот это очень хорошая книга. Возьмите, почитайте. Вот эта книга, как раз-таки вот каждый раз, когда я сталкивалась с трудностью, и я вот именно на какой странице останавливалась, я находила вот именно в этой книге ответы. Например, вот открыла сейчас страницу 151, да, смотри на ситуацию со всех точек зрения. То есть очень психологический этот китаб. Буду перечитывать еще раз, потому что забываются некие моменты, и охота прям вот перечитывать и этот. Потом «Магия утра». «Магия утра». Ну вот я дочитать чуть-чуть осталось, параллельно еще читаю, да. Вот эту книгу, кстати, я вот «Тонкое чувство пофигизма». Вот на данный момент читаю вот эту книгу. Вот, меня шунды нәрселер белән после тебя, Джорджа Мойс, вот такие книги читаю и как бы вдохновляюсь тебя этим или беру какие-то моменты, какие-то жизненные исправления в своей ситуации. Действительно, вот китап, айтелер бит мына укыганда да, китап ол бик күп әйберне ача икән, просто нужно и читать, во-первых, морально развиваешься, и во-вторых, находишь на все свои жизненные вопросы и ответы. Вот. Совершенно так. Вот ответ, да, вот эти все книги я читаю, психолог Камин Ермемно, хотя... вру. Где я работаю в школе, у нас в этом году очень такой сильный психолог,
начала работать, и я к ней обратилась. Она работает конкретно вот куклалар белян, то есть всю мою жизненную ситуацию мы построили парту стунда куклалар белян, и она мне вот какие-то моменты тоже показала, подсказала, потому что первый раз, когда я у нее была, я очень сильно ревела, прям когда рассказывала ситуацию, потому что в тот момент я вообще была морально опустошенная, потому что я не знала, за что браться, что мне делать, как мне делать. На работу неохота, мында шлисек нитми, мында бармит, гитми, буитми, а я понимаю, если я не буду работать, не будет, значит, ни денег, ни какого-то карьерного роста, ни каких-то определенных моментов. Из-за этого вот я и обратился к психологу. Это вот первый и последний раз был. Так, извините, а как аппетит у Сагира? Аппетит у Сагира когда как? Когда хороший, когда прям с капризами еле заставляем его кушать. Но он питается, как мы, то есть обычной едой, нету определенных каких-то уже, нужно как кашеобразно или там что-то, то есть глотать не может, или что, такого нету. Терпение вам, все будет хорошо, вы очень сильная женщина. Рахмат Биксор, огромное спасибо. Я тебя знаю с рождения, ты сильная, все вместе справимся. Все вместе справимся. Рахмат Ильфисовой, очень приятно. А где ее брать? Что брать? Книги? Книги я покупаю в книжном. Либо вот, например, «Магия утра» мне дала подруга. Там «После тебя» тоже подруга дала. То есть, вот так вот мы обмениваемся. Вот. Да, эта книга супер, еще есть «Полюби себя», тоже супер. Да, «Полюби себя» тоже книга. Мне говорили, но я пока не читала. Тот же автор. Угу. Хорошо, Рахмат. Они на продаже есть. Есть на продаже, да. Ага. Динар Салям. Скажите, пожалуйста, кто автор? Так, автор чего? Несы? Джен Синсера. Вот можете скрин сделать. Сделайте скрин. Ой, плохо видно, да? Камера. Вот. Тут запрос кто-то мне отправляет, Юсупова Гузель. Извините, время уже. Не будем яме. Как-нибудь, Алла Берса, сделаю такой прямой эфир, где мы будем вот так вот прям выходить и общаться. Вот. Да, во всех книжных они продаются. А сколько лет вашему сыну и как зовут? Сына зовут Арсен. Ему 8 лет, в этом году будет 9, Алла Берса. Вот, Экрен Усябис уже практически меня догоняет. Это просто ребенок во 2 классе, не каратышкана был не знаю. Но это очень радует. Самое главное, соус салямат был сценар. Вот. И каких успехов ждете максимально, до чего могут довести врачи? Каких успехов ждем? Когда мы туда поступили, и вообще, когда я узнавала, и я же вела переговоры с ними, переговоры я вела с ними где-то 4 месяца, наверное, 4 месяца. Вот, я узнавала, и цели свои обозначила, какие у нас цели, да, то есть у него нужно проработать головной мозг, потому что голова повреждена, в первую очередь, все у нас идет от головы, вот, и во-вторых, обозначила то, что для меня важно, чтобы он хотя бы наступал, то есть хотя бы, знаете, вот меня аяғы белән идәнгә басып, кулы белән тотынып, утрсын, чтобы он хотя бы был как-то хотя бы мобильным, да, а тут он же вообще не мобильный человек. Я даже переживала, вот когда на чем его повезти в Москву, то есть думали сначала на поезде, потом понимая, что на поезде нет, не вариант, потому что вот эта трясучка, потом думали 100%, что мы его повезем на машине, хорошо, что не повезли, почему, сейчас тоже расскажу. В самолете, я просто не стала рассказывать, он 2 раза прям на весь самолет начал орать, кричать, плакать, потому что у него очень сильно болела левая рука. Мы вроде сидели ровно, то есть я весь полет с ним вела вот этот вот диалог, чтобы ему плохо не стало или что-то. И в один момент он начинает просто кричать, орать, и мы не понимаем, что происходит. Оказывается, у него вот левая рука, либо когда высота, вот это давление, видимо, да, дает тоже сломано ведь не хула. Вот. И она полностью жарахатланя, поврежденная. Вот, может, из-за этого, не знаю, что там произошло. Вот 2 раза такое. И Аллаха шукр, я очень рада, что и потом при прибытии в Москву я думала, мы наймем лучше такси, потому что вот это вот
трансфер, который вот мы организовали, да, через центр, но она как бы платная 10 500 я заплатила, с врачом 15 тысяч было бы. Я от врача отказалась, потому что на свой страх и риск, конечно, потому что я не знала, как он поведет во время полета себя, но я отказалась от врача, и хорошо, что отказалась. И я вот думала, то, что мы прилетим, закажем такси и поедем. Благо, мы сделали вот этот вот трансфер, его на каталку переложили, и он там ехал, уже спал, потому что сам центр находится не в Москве, а получается, Москвой за там, не знаю, не соврать бы, 40 километров точно от Москвы, в сторону Ногинска, в общем. Вот, мы ехали очень долго. Вот. Максимально до чего доведут, вот опять-таки говорю, не знаю, вот будем уже смотреть по факту. Сагир какой национальность? Сагир, да, татарин. Вот. Вот шунды халяр. Вот такие истории. Если кому что, как бы китаплар турнамы, может, какие-то моменты, пишите в директ, я с удовольствием вам отвечу. Вот. Если даже вы сразу отвечаете на сам, в любом случае я пересматриваю это все и отвечу. Вот. Ярар, я думаю, уже все. Пора завершать эфир. Алла Берся. Ага, еще одно сообщение. Знаю Сагира всю свою жизнь. Были соседями. Играл он с нами. Хороший человек. Вы действительно его большая опора. Терпение и сил вам. И скорейшего выздоровления Сагиру. Он очень сильный человек. Да, Сагир сам по себе он очень сильный. Рахмат Бигзур. Очень приятно слышать такие слова в адрес моего мужа. Рахмат за эфир, и спасибо за эфир. Огромное спасибо, что вы были со мной, потому что, еще раз повторяюсь, если только мы будем вместе, да, и если только, вот, смотрите, я всегда говорю, нужно уметь видеть красоту не только вот да, например, там, и у природы есть разные моменты, но говорят же, у природы нет плохой погоды. Вот то же самое. И у людей нету плохих каких-то этих. Мы сами вот, создаем вот это вот какой-то тандем, какие-то моменты, да. То есть умейте видеть самую главную красоту во всем, и тогда все у всех получится. Рахмат Бигзур Узгизгада. Алла ярдам берсин сизге. Рахмат тамны тушлар. Спасибо вам за эфир. Ой, Рахмат. Сил вам, дорогая, терпение, держитесь, вы молодец. Рахмат сізге Бигзур Узгизгада. Барыңызға да тәмлі түшлер. В скором времени, Алла Берся, обещаю еще раз выйти в эфир и уже вот так вот общаться с вами, выходя, то есть запрослар ясап. Все, пока-пока. Хайрлы түннер барыңызға да.